Это новости экономики в прямом эфире на Якутия-24 в студии Нургуяна Иванова. Сбербанк планирует сменить название. Компания намерена отказаться от слова «банк» и стать экосистемой. Сбербанк уже зарегистрировал новый товарный знак «Сбер» и намерен стать технологической компанией, которая бы охватывала как можно больше сфер жизни своих клиентов и перейти к тому, чтобы стать экосистемой первого выбора. С той же позиции смотрит на свою компанию руководство Тинькофф Банка. Компания тоже может избавиться от слова «банк» в названии, поскольку прежде всего занимается IT. В Якутии планируется 5 проектов по газопереработке в Алданском, Ленском, Вилюйском районах, а также в поселках Нижнебестях и Жатай. Об этом сообщил министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. Общий объем инвестиций составит около 220 миллиардов рублей. Инициированные проекты интересны, поскольку позволят справиться с главной проблемой республики – высокими ценами на топливо. Благодаря проектам в Якутии будет создано более 1000 рабочих мест. Алроса добыла крупный алмаз ювелирного качества на руднике «Интернациональный». Кристалл весом свыше 118 карат был добыт 16 апреля. Это самая крупная находка за последние 2 года среди алмазов ювелирного качества на руднике «Интернациональный». Алмаз был добыт прямо накануне запуска нового месторождения «Заря» Айхальского ГОКа. Сейчас рассматривается вопрос о присвоении факту извлечения нового кристалла имени «Заря» в честь данного события. Добытый кристалл с легким желтым надцветом обладает ярко выраженными гранями, на одной из которых есть комбинированный скол, а также небольшие включения в центральной зоне. Данный кристалл уникален тем, что несмотря на включение в центре, у алмаза большая площадь чистой зоны. Это и делает его ювелирным. Алмазы трубки «Интернациональная» всегда отличаются правильными формами и чистотой. Именно с этого месторождения Алроса чаще всего получает октаэдры правильной формы с гладкими гранями. Компания «Золото Селигдара» начинает геолого-разведочные работы на месторождении золота «Ясная Поляна» в Якутии. Компания надеется довести запасы золота до 5 тонн. В апреле 2018 года «Золото Селигдара» выиграло аукцион на получение лицензии на геологоразведку и отработку запасов месторождения. Территориально «Ясная Поляна» находится в 6 километрах от ГРК «Подголичный» и может стать источником сырья для него. На самом Подголичном месторождение уже выработано. Запасы месторождения «Ясная Поляна» составляют 1,5 тонны золота. Разведка месторождения займет несколько лет. Благодаря этому мы надеемся довести запасы до 5 тонн золота. Золотодобывающая компания «Полис» увеличила производство золота в первом квартале 2019 года на 19% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года до 601 тысячи унций. Добыча руды в первом квартале в годовом выражении увеличилась на 58% и достигла более 13 миллионов тонн. Продажи золота за отчетный период выросли на 22% в годовом выражении до 741 миллиона долларов. Отметим, что «Полис» является крупнейшим производителем золота в России с активами в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также Республике Саха-Якутия. В 2018 году компания добыла 2,4 миллиона унций золота. Авиакомпания «Алроса», Якутия и еще 10 российских авиаперевозчиков выразили готовность участвовать в осуществлении перевозок пассажиров по возобновляемой программе субсидирования рейсов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Об этом сообщается на сайте Росавиации. В частности, в Росавиацию поступили заявления от 12 авиакомпаний. Это «Аэрофлот», авиакомпания «Сибирь», «Нордстар», «Ютейр», «Азимут», «Алроса», «Нордавия», «Уральские авиалинии» и «Райра». Авиакомпания «Якутия», «Северный ветер» и «Икар». Воспользоваться субсидируемым авиабилетом могут граждане Российской Федерации в возрасте до 23 лет и свыше 60 лет. Для женщин свыше 55 лет. Инвалиды первой группы, инвалиды с детства второй и третьей групп, сопровождающие инвалида первой группы или ребенка-инвалида, а также члены многодетных семей. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.